Ишыжәдыруа еиԥш абри хымз рышьҭахь аҳәынҭқарра ахада иалхрақәа мҩаԥысит. Уи уажә иҟаз шыҟаз ҳалацәажәаӡом, ҳара иаҳҭаху иахьатәи ҳамш, уаҵәтәи ҳԥеиԥш шԥаҟало, ари зегьы ҳара ҳгәы иҭыхо аусқәа роуп. Убри аҟнытә иахьа шәара агәаҳәара злашәымаз ала ҳаргьы уажәшьҭа хадара иҳбон аамҭа шааиз актәи амшқәа рзыҳәаны иахьа уажәраанӡа иҟаҵо аусқәа рҟны аихшьа алаҟаҵаны актәи аусқәа рҟны ҳала иҟоу ҳалацәажәац. Убри аҟнытә иахьа зегьы иааи зегьы зқәы акака иҭыхо азҵаарақәа шәымоуп здыруеит, саргьы ишсымоу Есои Иванович ара Алхас егьи аҷкәынцәа абра Ҭегәа зегьы шәгәы иҭыхо ыҟоуп, убри ҳалацәажәап, идҳарбап ауаа, ҳара баша ҳаштәам, ҳаргьы ҳгәы иҭыхо ыҟоуп, ҳцәажәарц ҳшыҟоу, аӡәгьы ҳҿы шаимыркыз, уажәгьы, иацгьы, уаҵәгьы аӡәгьы ишаимыркуа. Аӡәыр абзиара игәы иҭазар, акы Аԥсны иахо ҟасҵоит ҳәа аӡәыр игәы иҭазар, ҳара ҳицхраауеит. Мамзаргьы иацтәи иҟаз ауаа реиԥш акагь ҟамҵаӡакәа баша қьаф хуны ус ицац ргәы иҭазар, ус аӡәгьы ҳара ҭауба ҳазиаҳәаӡом, мамзаргьы ҳидгыланы ус амҩа ҳзанылаӡом. Ауаҩы иара ишьыпҟақәа имаз, мамзаргьы амҩа дызқәылаз аҟны акыр ҽеитәызар, ҳаҳгадахьала Есои Иванович, ус ами ҳшалагоз ҳара ҳарзеилкаауамызт. Алхас ус ами ҳгәы иҭоу аԥхьа иаҳхот. Абра абас иҟоуп ашьыпҟа, абра шәаахәаԥш, абра ашәаҿақәа рҟны иахьа ихыжәго, абри шәшьапы ахьықәшәыргыло шәаахәаԥш, ашьац шәмырҽын, ани ҽакы шәақәмыӷәӷәан, акы шәмырҟьацын ҳәа, абас агәырҽанызаара раҳхәот, ирыҵаҳхәот. Ираҳауазар хацкы ҳцаат, ирмаҳауазар ари аӡәгьы, ари иахьӡы иаахәон имаӡам, мамзаргьы аӡәы иажәа аӡәгьы ҳҿырымхӡеит, ҳҿаҵахәы ҳамоуп, ҳажәа ҳара иҳамоуп, иаҳҳәартә ыҟоуп, ианаҭаххакгьы иҟаҵатәгьы ҳдыруеит, ауаа рацәажәашьагь ҳдыруеит. Уи аганахьала аԥышәа шҳамоу зегьы ирдыруазар акәхап. Убри аҟнытә аҷкәынцәа иааиз иахьа азҵаарақәа змоу шәгәы иҭыхо аҟны аилацәажәара ҟаҳҵап. Иаҳаракгьы ишәзыманшәало, ишышәҭаху ԥсышәала ишәҭахума, урысшәала ишәҭахума, иҳашьа шәзыманшәало ҳалацәажәап. Хан Валерьевич, недавно начали появляться слухи, наверное, это не слухи, о новых правилах пересечения границы Российской Федерации. Меня, как тренера, это напрямую очень сильно, наверное, коснется, потому что мы довольно часто выезжать должны с детьми, и не только мы должны будем заполнять, оказывается. Мы так на частном уровне мы обсуждаем эту проблему, дальше никуда это не выходит. Может, вы как депутат нам скажете, может, донесете до кого-то, может, кто-то среагирует все-таки на это достаточно большая проблема. Мы должны будем регистрироваться на каком-то сайте, там, госуслуги, по-моему, заранее, за 72 часа. И то не факт, что мы можем приехать на границу с детьми, у нас какие-то важные соревнования, и нам скажут, езжайте обратно. Понятно, что это, наверное, делалось не под нас, это касается всех, кто пересекает границу Российской Федерации, не граждан Российской Федерации. Это их всех касается. Но нас это особо теперь коснется, получается. Почему никто на это не отреагировал до сих пор? Даже Южная Осетия уже отреагировала, они попросили, помогите нам. Это мы не говорим, что мы должны поднять митинги, пойти на границу, стать с транспарантами. Кто-то из официальных лиц, наверное, должен пояснить ситуацию более подробно нам, гражданам. Или же обратиться с каким-то запросом туда, чтобы нам упростили хотя бы этот момент. Беслан, у меня встречный вопрос сразу возникает, когда Хан Валерьевич отвечать начнет. Конечно. А вот комитет по молодежи и спорту есть же, правильно? Есть государственные структуры, которые отвечают за эти направления. По логике вещей они должны были вас собрать, разъяснить, объяснить, показать, какую-то работу провести, с какими-то предложениями обратиться к правительству. Они же для этого нужны, не только для того, чтобы телевизор красоваться. Правильно, я так понимаю. А там какая ситуация?
Честно говоря, может, я что-то упустил, я не знаю, может, это моя ошибка и моя какая-то оплошность, но я не знаю о такой встрече, ничего не слышал пока. Если Наверное, позволите, Вячеслав, ну, вы что полезным делом занимаетесь, наверное, ни для кого не секрет. Сегодня такое тяжелое время, когда это не особо никогда ваши дела и ни семьи не покормят, и будущее ваше, как говорится, безоблачным не сделать. Это адский труд, это работа с детьми, это не каждому дано. И в этом случае вот весь ваш труд это итог, значит, того, что ваши дети выступят и какие, да, достижения покажут. Это, во-первых, и для страны, и для престижной, и для вас, и для вообще в целом для нас, для всех. Но здесь вопрос это не такой узкий какой-то, да, профильный вопрос, это государственный вопрос, слушайте. Что мы сегодня, почему должны об этом говорить? Мы, простые люди, может быть, я, да, здесь среди вас ну, только я один человек, который там, скажем, представлен как депутат парламента, но вопрос-то поднимаете вы, понимаете, простые люди, которых это первым долгом коснется. Если мы говорим, что мы партнеры, мы, значит, как его подписали о дружбе и сотрудничестве, и много-много еще, значит, договоров разных. И на фоне этого нам сегодня говорят, что именно граждане Абхазии, не имеющие российское гражданство, должен теперь зарегистрироваться за 72 часа в госуслугах. Это еще не факт, что ему одобрят переход. Тогда, извините, у меня вопрос становится, о каком тогда дружбе, сотрудничестве вообще речь идет. Такие отношения не могут быть. Тем более у нас, в принципе, все эти моменты, у нас есть два больших рамочных договора, которые, там практически все это прописано. Если это, как бы мы подходили бы под общее видение этого вопроса касаемо Российской Федерации, да, но у нас же есть договора. Мы для чего это делали? Извините меня, слушайте, наши люди головы сложили, и там есть и граждане Абхазии тоже, именно граждане Абхазии без российского гражданства. Мы везде Россию поддерживаем как стратегического партнера. Мы говорим, что мы дружим, мы говорим, что мы, не знаю, везде как бы, да, идем в одном фарватере с ними. И нам тем более непонятно такое отношение. Хорошо, это как бы общая такая, может быть, подход ко всем границам, которые Россия с кем, как бы, да, граничит. Но где наша власть? Чем она занимается? Кто-нибудь знает? Может, я не слышал, может, вы слышали, может, кто-то выступил, прокомментировал. Я тоже не слышал, потому и задал такой вопрос. Да. Понимаете, никто этим чем... Единственное, у нас есть новый министр иностранных дел, надеемся, во всяком случае, что он эти вопросы не упустит. Мы, насколько знаем, в ближайшее время есть у него встреча с руководством Российской Федерации. Надеюсь, он эти вопросы там будет прорабатывать. Мы очень надеемся на это. Но это вопрос сегодня открытый, чтобы вы знали. А у нас 30, как минимум около 30% населения именно граждан Республики Абхазия. Это будет большой проблемой. Надеюсь, мы увидим решение этого вопроса. Другого пока нового ничего не могу сказать. Ну, просто я бы хотел тоже задать такой вопрос, Роман Валерьевич. Это просто напрямую связано с тем вопросом, который сейчас Ислам задал. Это вопрос иностранцев и иммиграции в Абхазию, иммигрантов, если говорить. Он состоит из двух частей. Основной, конечно, вопрос связан с теми иммигрантами, которые едут из стран, которые нас не признали. Это всем известные страны нам, в основном присутствует весь азиатский регион. Они приезжают сюда, привозят свою культуру, привозят свой культурный код и в целом меняют у нас на ситуацию внутри на рынок труда. Это давление на заработные платы, это замещение тех вакансий, которые могли занимать наши местные люди, живущие здесь, абхазовцы, в первую очередь. Вот. Это создает определенный риск, в том числе и для демографического фона в Абхазии, потому что неизвестно, сколько их
какого качества эти люди приехали, их профессиональный уровень, вообще непонятно, что в этой сфере происходит. Нет электронного учета в первую очередь. Вот. И в том числе какая-то методология должна быть, наверное, для них тоже давно была уже должна была разработана, чтобы они понимали, что у нас есть свои традиции, мы живем определенным образом, и люди, приезжающие сюда, должны понимать, где они находятся, и как они должны жить, и что они должны соблюдать. Этого нет. Это если говорить об иммигрантах. Если говорить о иностранцах в целом, то тут получается такая же ситуация, зеркальная. Для нас вводят определенные условия пересечения государственной границы с Россией. Это делается для учета, видимо, скорее всего. У нас, наверное, какие-то механизмы должны быть, чтобы мы понимали. Механизм там элементарный. Сейчас я не буду вдаваться в правовую там сторону или там, я не знаю, законные или подзаконные акты, туда не буду уходить. Элементарно. У нас же до сих пор на пересечении границы ПСОВ. У нас же не стоит компьютер. Все, элементарно не стоит. Сколько лет об этом говорят. Мы же знаем, почему не делают. Все знают, почему не ведется учет. Потому что лишний раз мы примерно уже будем знать, сколько пересекло людей границу в летнее время. Примерно будем понимать в эти злачные места, сколько людей посетило, чтобы это скрыть элементарно, только из-за этого всего дела. Это настолько все это банально, но никто этот вопрос не хочет решать. До сих пор этот вопрос не решается, и навряд ли, не знаю, может в ближайшее время собирается как-то этот вопрос решать, но время покажет. Мы же все это почему вопросы поднимаем, чтобы все-таки власть начала слышать, что эти вопросы стоят, и люди не забыли об этих вопросах. Хотел бы еще этот момент обязательно подчеркнуть, есть запрос общества. Мы видим, что, опять же, повторюсь, замещение идет тех вакансий, где будут местные, работают такси, там еще какие-то, то есть вакансии, где могли бы работать местные, там работают иностранцы, поэтому непонятно, платят они налоги, вообще на какой у них правовой статус, что они здесь делают. Это вопрос уже фискальных органов и непосредственно значит, те службы, которым должны заниматься. Там молодой парень сейчас назначен, я насколько знаю, там каким-то занимается разработкой нормативных актов и изменением в закон, по-моему, не знаю, но он чем-то сейчас занимается, посмотрим, видно будет. Слушал, у меня возник вопрос, почему это делают, почему запрещают, усложняют процедуру в России, зачем усложняют гражданам Абхазии процедуру пересечения? Может быть из-за того, что Аслан Джами, предыдущий президент, имел право, фактически совершает предательство. Ну, я нет, слушай, ну вообще, а зачем они, чтобы мы все взяли российское гражданство, которого потом они по непонятным причинам могут лишать? Я, например, за дружбу со всем миром и с Россией, но в таком случае мне не нужно такое гражданство, в принципе, которое меня может лишать. С тобой полностью согласен. Да. С тобой полностью. А по поводу власти нашей, еще может быть рано какие-то оценки давать там, но все-таки власть для того и есть, чтобы защищать интересы, чтобы стать впереди, чтобы не мы на себя удары отбрали, они на себя удары отбрали. И сегодня, если они пойдут опять по пути всяких антинародных законов, и что мы митинговали, там, крушили это все, тогда к тому же самому и придем. И вот что я хотел сказать, что сейчас парламент законопроект по поводу ограничения оружия. Сейчас я не буду вдаваться в детали, но если знать хорошо историю, вообще разоружают всегда население. Это когда хотят иметь палку над стадом. Все остальные причины для идиотов придумают, чтобы они себя помогали закабалять. И наш народ извечен, мы всегда были свободны, и это наше право, и никто этого права лишить не может. И пусть они не идут, и вот это все уже такие опасные звоночки. Я лично не какой-то всю жизнь там против власти или что-то. Если в этом Бадре Бумба абхазский дух вдруг проснется, я счастлив буду только. И мы все рядом, может, станем с удовольствием. Но пока что я вот вижу, в первую очередь, Ливана, Кана, то, что решили гражданство, то, что Бараса Пуджу. Почему мы не слышим, что он говорит? Почему? Мы не наказали этого человека, этого Аслана Джами, чтобы как посыл куда-то не довели, что это, слушайте, даже Высоцкий когда-то, который критиковал, там его где-то за границей спросили, вопрос задавали, ну, чтобы он поговорил, он говорит, это я не с вами буду обсуждать, а он напрямую сдает свой народ
Это, я не знаю, и мы этому оценку не дали. Это прямая, я считаю, это исчерпывающее опознание измены Родине, предательства. Мы его должны наказать, я думаю, тоже, всем обществом. Это посылы нашей молодежи из не будет. Хотел бы дополнить, кстати, вот что Тенго сказал. Тенго очень хороший вопрос сейчас поднял. Касаемо того, что сегодня вот лишены гражданства, или же многих ребят молодых, или наших соотечественников из Турции, значит, депортировали. Вы все это знаете, даже. Но вопрос такой, на самом деле у нас известны уже фактически фигуранты. Кто способствовал всему этому? Это президент, бывший, вернее, президент, который, вы знаете, открыто по России 24 это сказал не раз, потом еще по каким-то программам он это выступал, он точно не скрывал. Это есть другие министры иностранных дел, которые бывшие, которые то же самое выступали. Там есть министры, действующие министры, которые сейчас еще у руля остались, также выступали и обвиняли абхазский народ в антироссийских, значит, настроениях. И еще некоторые чиновники, которые сегодня еще остались, эти все, значит, люди, фигуранты известны. Быстро забылось. У нас вопрос другой. Друзья, кто будет отвечать, почему они не несут ответственность? Мы, насколько знаем, сейчас ребята здесь занимаются подготовкой писем ко всем профильным, значит, министерствам и самому лично президенту, чтобы дали оценку всем этим действиям и наказали этих людей. И к генеральному прокурору тоже будет обращение. Если какие-то документы нужны, там, я думаю, видеоархивы и какие-то бумажные носители ему передадут, если у него желание будет. Так что там проблем нету. Это надо в корне, значит, рубить. Такое недопустимо. Это касаемо что будущих вопросов. Я думаю, что многие, кому не безразлично, в этом вопросе нас поддержат, если не будет должного внимания этому вопросу. Теперь, что касается, значит, оружия. Да, такой законопроект прислала нам администрация президента. Президент прислал. Президент прислал. Ну, администрация президента прислала напрямую. Да. И вот, например, мое мнение, когда, значит, представители Министерства внутренних дел были, что я был против. Сейчас, может, многие начнут меня осуждать, телезрители, которые увидят нашу встречу. Я хотел бы, чтобы действительно строго судили, просто послушали, что я имею в виду. Если эмоциональную сторону взять, как простого народа, да, это до слуха, что надо разоружить. Но если в корне понять, о чем речь идет, во-первых, хочу начать с другого. Здесь не все помнят, здесь вот 2-3 человека взрослого поколения сидит. В 1989 году, когда хотели поступить с Абхазией и с нашим будущим, также начинали, разоружали. Разоружали, забирали официально зарегистрированное оружие, у людей забирали. Мне такое ощущение, что сегодня вопрос стоит о, значит, ношении, чтобы запретить, официально зарегистрировать. Завтра обязательно вопрос станет и лишение, и хранение тоже. То есть кому-то неудобно, чтобы абхазский народ официально был вооружен. Официально. Я сейчас говорю об официальной части этого вопроса. Официально это значит контроль над оружием, над оборотом оружия, как хранится, методы хранения. Там все прописано, значит, сейф, чтобы дети не могли заходить. То есть, если как по закону все там делать, если Министерство внутренних дел будет следить за законом, там с этим проблем нет. Теперь хочу вернуться к нашей встрече с МВД. Мы задали вопрос, сколько за год было нарушений с применением огнестрельного оружия. Нам сказали так, 130 преступлений с применением огнестрельного оружия. Сразу вопрос, это ГИЦПа, кстати, задавал, депутат ГИЦПа, сколько из 130 было зарегистрировано, преступление совершено, зарегистрировано оружие. 4 всего. Чтобы вы понимали, это всего 3% от всех преступлений. Теперь вопрос такой, у меня сразу стал представителем МВД. Слушайте, друзья,
Я вас не могу понять. Существующий закон вам мешает у людей или у населения забирать незарегистрированное оружие или сажать там, или там уголовное преследование, как все как нужно. Нет, говорят. Тогда в чем проблема? Зачем вы пришли? У вас 97% проблема. Это незарегистрированное оружие. Закон Там запрещает. Закон не запрещает. Да, закон запрещает им носить оружие. Это не зарегистрировано. Вам никто не запрещает этим делом заняться. Вы этим не занимаетесь. Вы приходите туда, где 3% всего преступления, и вы начинаете там проблему искать. Вот потому у меня затаилось в голове, что здесь что-то нечисто. Для меня это все непонятно. Это вопрос такой, что нам надо это четко, хорошо и, значит, проработать и обсудить. Просто так вот сейчас эмоционально принимать, я считаю, это закон неверно. По поводу оружия хочу еще для населения, которое ты говоришь, разоружать. Во-первых, закон ограничивает только законопослушных, это правильно, для преступников. Есть статистика, мы вот в парламенте Рильдапну этим законом занимались и смотрели, везде, где его легализовывают, сразу виды всех там ограблений, убийств сразу меньше, потому что преступнику уже не один человек, кто на улице занимается грабежами, разбоями, скажем, или же там убийство хочет совершить, ему не нужен этот закон. Ему он наоборот не нужен. И сейчас я не понимаю, это совершенно какие-то глупые, кухонные, короче, я не знаю, так. Извини, пожалуйста, у нас есть такой взрослый наш уважаемый герой Абхазии Фазыл Биавизба. Вот у него, вот знаете, вот мысли вслух, вот он не сдержался, сказал, это закон, говорит, если бы принят, говорит, это только против законопослушных людей, говорит. Преступник, как говорит, носил оружие, так и будет носить, и завтра тоже будет, говорит, это преступника не ограничивает, говорит, этот закон. Он правильно сказал, вот то, что Тенго сейчас говорит, тут дополнение. Мы имеем дело с одной, у нас, давайте я даже пару слов скажу. У нас сегодня, почему мы собрались, о чем мы вообще собираемся говорить? О том, что намерена делать наша власть, вновь избранная власть. Вот что нас волнует. С той властью мы разобрались, как говорится. Мы знаем, что они делали, в чем их вина и почему произошло то, что произошло 15 ноября. Тут как бы все ясно и понятно. У нас вопрос только о том, что происходит сегодня. Понимаете, вот тут, то, что вы обсуждаете с оружием, явно указывает на то, что наша власть взяла курс на отказ от защиты национальных интересов. Во всяком случае, все, что происходит до сегодняшнего дня, на это указывает прямо. Вот основная повестка такая, ничего не делать, касающаяся защиты наших интересов, и полностью перейти на такой отказ от будущего, отказ от нашего суверенитета, от государства. Все на это указывает. Пусть никто не обижается, пусть не говорит, что там власть критикует. А то я слышу, до меня доходит разговор, что кто-то удивляется, что я власть критикую. Да, критикую. И буду критиковать, пока считаю это правильным. И никого спрашивать не собираюсь. Вот. Понимаете, что касается оружия, Кан правильно сказал. Если у кого-то возникла необходимость, кто-то считает, что с оружием надо ужесточить законодательство, это делается не таким образом. Мы такого рода ужесточения уже проходили. Мы уже это проходили не раз. По наркотикам, напоминаю, ужесточали, до безумия дошли. Есть результат? 0. Потом откатились, потом снова ужесточили, снова откатились. Сейчас, знаете, вот это неумение работать, заменить статьей, это бред. Сивой кобылы, понимаете? Тогда давайте запретим машины мощные продавать, с большим объемом, потому что люди разбиваются на них. Телевизор давайте запретим, ну и так далее, и так далее. И это указывает на некомпетентность. Самая настоящая некомпетентность. Раз. Второе. Отсутствие какого-либо желания соответствовать требованиям своего общества. Это второе. И третье. Дикое желание услужить всем, кто находится за пределами Абхазии. Вот примерно 3 составные, по которой наша нынешняя власть действует, понимаете? Я хочу напомнить ситуацию, которая случилась в Ачамчирах, когда главврача решили уволить, неизвестно за что. Вот тоже... Почему неизвестно? Тоже вот зерно в копилочку, как говорится. За то, что она отказалась поддерживать апартаменты в Ачамчирском районе. Позвал ее
глава администрации попросил написать заявление по собственному желанию. А потом заявил, что это сверху ему команда дана. Получили проблему. Теперь должны ее решать. Как они будут ее решать, для меня загадка. Понимаете? Человек, который послевоенное голодное время, я не знаю, она и терапевт, она и кардиолог, она на все руки мастер, весь город она держала, говорю, как говорится, в более-менее здоровом состоянии, и вдруг вот сейчас пришли новые управленцы, и они, этот, как его, росчерком пера, решили ее судьбу решить. Ну это же маразм. Это некомпетентность, вот некомпетентность чистой воды. А потом вот эти же люди начинают законы пытаться менять, а мы сидим и ждем, что они нам, оказывается, интересы наши защитят. Оказывается, они проблему с границей решат нам. Оказывается, они сложные вопросы решат. Они на соломинке подскользнулись. Споткнулись об соломинку. А мы тут хотим, чтобы они наши серьезные вопросы решали, понимаете? А вопросы очень серьезно не будут накапливаться. И накапливающиеся вопросы рано или поздно приведут к очередному кризису. Это факт. Так будет, есть правила взаимодействия. Самое интересное, что мы всегда предупреждаем, что так будет. Нас никто. Мы эти 5 лет говорили. Не слышат они. Лучше, чтобы мы друг друга начали слышать. Это будет полезно для нас, для всех, для Республики Абхазия. У них схема одна. Они нас не слышат, они говорят, это антироссийские, это протурецкие, это хаджимбисты, это, я не знаю, там еще какие-нибудь исты. И все, они для себя, как бы так, для себя решили. Почему с нами разговаривать не надо, понимаете? Для них это легко. Понимаете, мы об этом говорили 5 лет. 5 лет мы рассказывали, что будет вот так, будет это и так далее. С нами соглашались, кивали головой, говорили, да, вы правы. Но делали свое тихо-тихо. И вот кончилось, чем кончилось. Сейчас ситуация следующая. У нас есть экс-власть, отдельные представители которой, у нас есть, во всяком случае, основания, скажу как юрист, у нас есть все основания подозревать их в том, что они готовили документы на своих граждан. Для того, чтобы подозревать их в этом, у нас все есть. Теперь нам нужно добиться того, чтобы ответственные за это люди, в частности прокуратура, занялась проверкой и показала свое лицо. Они соучастники этих людей? Или они все-таки свои полномочия будут выполнять в полном объеме? Вот по какому пути нам надо идти сегодня. Надо, мы обязательно будем... Точки над «и» надо расставлять. Подозреваемые у нас есть. Привлекать их будут или не будут, хотим знать. Да, нет, потом мы дальше разберемся, что делать. Понимаете, вот эти вот увещевания о том, что мы должны быть, оказывается, здесь, как они говорят, как последний раз мы разговаривали, что нам сказали, конструктивными, оказывается, мы должны быть. Нас призвали к конструктивизму, когда мы встречались с отдельными чиновниками. Конструктивные мы должны быть, оказывается. Мы не должны быть, я заявляю официально, мы не должны быть конструктивными. Мы можем быть конструктивны или не можем быть конструктивны. Это наш выбор. Мы в оппозиции. Наша задача обеспечить слабые позиции власти и провальные решения. Вот, что мы должны делать, на мой взгляд. А на то, мы будем конструктивны или не конструктивны, это уже наш вопрос. Понимаете? Вот это, чтобы понятно было, четко и внятно. Мы будем оголять проблемные участки работы. Мы будем указывать на те ошибки, которые они допускают. А насколько мы будем конструктивны или нет, это уже наше право, как говорится. Мы решим сами без них. Указывать нам это не надо. Но мы же себя не лишили в том, что мы готовы помочь, если они будут в свою повестку включать народные, наши, как бы, самые... Мы не можем помогать тем, кто этим не занимается. Но не мы можем за них это делать и звать их нам на помощь. Понимаете, как можно помочь тому, кто этого не делает? Помогаешь тому, кто уже начал, хоть лопату взял. А когда он ничего делать не хочет, он стоит и рассказывает тебе, вы не все знаете, не так все просто. Дайте мне 2-3 года, я вас сдам окончательно. Вот примерно разговор идет, понимаете? Мы когда приходим, говорят, нет, это не так, вы не все знаете, вы не все понимаете. Знаете, вот эта вот старая, заезженная советская философия. Объяснить нам, что мы, оказывается, не такие умные, не такие, вы не все видите, не так все просто, как вы думаете. А потом оказывается, что все, оказывается, просто было. Вы проданы потом будет. Вы проданы. Понимаете? Вот чем это кончится. Если что, одну тему хорошую поднял, касаемо вот законодательства и как меняется. Вот я как законодатель хочу вам сказать, с чем я столкнулся практически уже 4 года. Знаете, что за 4 года я увидел? Власть, вот прошлое, ну сейчас, наверное, я не знаю сейчас как будет, но когда представитель
или отдельно взятый министр не работает на своем месте, или не работал, Начинается новый мир. нам старались спустить закон, поменять закон под него, под неработающего министра. Они же остались, в основном все остались они. Я удивлялся, я им вопрос задал, слушайте, вы что делаете уже? Если система не работает, сама не ходит, или представитель системы не работает, значит, что система плохая, или закон плохой. Слушай, почитайте закон. В законе там все прописано, что надо делать. Они его не делают. Вы хотите правильный закон поменять под ничего не делающего, значит, министра. Очень долго. Многие, они как хотели, так протащили. К сожалению, вы знаете, власть поменялась. Даже нынешняя власть приняла, она же подписала, мы же у нас были же встречи, соглашения, приняли отставку прошлого президента, потому что плод его действий вылилось в антинародное движение. Не только его. Массы поднялись против него. Это значит говорить о том, что власть себя вела не... То есть антинародным была власть, правильно же? В этом случае парламент, просто я не хочу критиковать, я практически никогда не критикую парламент там, где я работаю. Ну, какие-то уже вещи не сказать тоже не могу. Мы же понимали, что проблема была. Но почему мы как парламент хоть одному министру недоверия не сделали? Это в наших силах. Мы не сделали. И завтра тоже не сделать, я больше чем уверен. Тогда имя будет соответствующего парламента. Потому надеюсь нет, я все-таки надеюсь на свой парламент, на ребят, что, ну, вчера была как-то ситуация другая, сегодня как-то ситуация, ну, не знаю, хуже, лучше мы все равно будем в ближайшее время видеть. Вячеслав Иванович, здесь может быть, естественно, все вещи, что говорит, он правильно говорит, но все-таки еще какая-то у меня есть надежда, что новый президент все-таки услышит народ. В чем я все-таки хотел бы к нему, обращаясь, сказать, слушайте, мы все-таки, время прошло, мы до сих пор не услышали, или он не позвал лидеров оппозиции, или там гражданское общество, там уважаемых людей, и до сих пор не сказал, то есть не посвятил нас в свою, значит, повестку на эти 5 лет. Вообще, какие цели у него и задачи, мы не знаем. Мы хотим это знать, слушайте. Но не может быть президент избрался и все. Ну, хорошо, там увидели, здесь увидели. Но цели, задачи его какие? Он готов, значит, приумножать нашу независимость, укреплять нашу обороноспособность, наша значимость, наше имя. Ну, извините меня, когда мой паспорт уже никому не нужен, мои права никому не нужны. Если я только гражданин Абхазии, мне надо за 3 дня уже на границе, извините меня, разрешение спрашивать. Я думаю, это не совсем хорошая тенденция началась. И мы хотим понять, почему именно так, кто этим занимается и где, значит, где объяснение, кто виноват и кто будет наказан. Что делать? И что делать? Да, вечный вопрос. Вот такие вопросы, очень много вопросов. Хочется, чтобы был Бадра Зурабович успешный. Я еще раз говорю. Мы все эти 5 лет говорили. Вот здесь не только айдгуловцы, мы сейчас здесь собрали, здесь представители разных политических течений и сами по себе, которые себя представляют, которые горят за страну, за свой народ. Мы все, по-моему, каждый из нас, только не ленивый говорит, слушайте, будьте успешны, мы вас поддержим. Мы разве по-другому когда-то говорили, если люди были бы успешны, вы что, сумасшедшие, чтобы противостоять успешному человеку, который может быть полезен своему народу и своей стране? Извините меня, здесь сумасшедших нету. Мы еще раз обращаемся к власти. Дорогие мои, скажите, чем вы собираетесь заняться? Какая у вас повестка на эти 5 лет? Чем мы вам готовы, чем мы можем вам помочь? Или вы нам будете обращаться, или мы к вам будем обращаться. Потом и самое главное, этот вопрос, кто Тенгу сказал, Вячеслав Иванович поддержал, вопрос сдачи своих граждан. Хуже этого поступка вообще в нашем обществе не может быть. Это просто не только личности коснулось, это, то есть нас тень на всю нацию. Это тень на всю нацию, что такая нация может быть
Слушайте, как вы думаете, я вообще не представляю, если, скажем, президент Абхазии пришел бы, Владимир Владимирович Путин сказал бы, я не знаю, что вчера было. Сегодня это мой народ, я за них отвечаю. Я хочу, чтобы все вернулось на круги своя. И как за свой народ пришел бы, я думаю, Путин это оценил. Чем как прошлый президент, который приходил и своих людей сдавал. Я думаю, это совсем параллельные миры. Я думаю, что Бадар Жач должен обратить на это внимание. Я хотел бы дополнить по оружию. Есть такой момент, который мы не то чтобы упустили, не озвучили. Что касается конкретно запрета, это по сути действие со стороны власти направлено на демонтаж права народа защищать свои политические, в том числе, интересы. Я должен тебе сказать, что никакое наличие оружия или его отсутствие нашу власть не гарантирует от того, что народ придет с палками. Не будет огнестрельного оружия, будет палки. Понимаете? И вот это вот заблуждение у власти есть, даже есть, я хочу его развеять. Это не поможет, ребята. В 1989 году ни у кого оружия не было. Но отстояли свои интересы. В 1992 году все оружие было изъято. Регулярная армия пришла с вертолетами, танками, пистолетами и автоматами. Не помогло. Ну, немножко можно извлекать из истории уроки, понимаете? Я хочу сказать о другом. Другое хочу сообщить. Мы живем в райской стране. А когда ты живешь в раю, будь готов к тому, что время от времени на него будут посягать. Понимаете, к большому сожалению, мы расслабились и считаем, что все свою войну мы выиграли, мир мы выиграли, независимость получили, и все, можем жить спокойно, зарабатывать деньги, заниматься своими личными делами. Это серьезное заблуждение. И вот это заблуждение отчасти привело к тому, что мы сегодня имеем. И плодом этого заблуждения является прошлая власть в лице Бжани и нынешняя власть в лице известных людей. Понимаете, вот это хочу, чтобы вы понимали. Один из великих патриотов своей страны, де Голль в свое время сказал, легитимность власти зависит от тех чувств, которые она вдохновляет. На какие чувства вдохновляет прошлая власть и нынешняя власть? Вот просто задайтесь вопросом, на какие чувства они вдохновляют свой народ? И какому государству заставляют служить, чьим интересам служить заставляют свой народ, отнимая паспорта, устраивая провокации на границе и отмалчиваясь потом в своих кабинетах. Потом они косоль гладят, ходят, думают, что это поможет, там, открывают какие-то там залы, какие-то памятники открывают и так далее. Если они считают, что народу это нужно, они сильно заблуждаются. Народу нужно не это. Народу нужно знать, что есть власть крепкая, национально ориентированная, защищающая интересы своей страны, своего народа. Вот что народу нужно. Вот как-то так, я прошу прощения за свои эмоции, но это так, понимаете? Хватит уже. Хватит. Собрались, как его сели в кабинетах, разделили должности, и как его беснуются потиху. Мадонну Кишмари они снимают, как его генерального прокурора назначают. Ситуация аховая, мы об этом уже говорили. Мы об этом, Карлович, уже говорили, о том, что мы говорим сегодня, мы уже говорили, мы уже предупреждали, мы уже просили, мы уже обращались. Да. Это уже было за этот небольшой промежуток времени. Уже лично к президенту, я лично обращался через видеообращение, это было все. Не хотят, не видят, не слышат. Нет, они еще не сказали, что они не хотят. Они сказали, что хотим, чтобы они выступили. Наверное, они скажут, слушайте, друзья, они все-таки должны высказаться. Может быть, мы еще услышим, что они готовы к диалогу, к разрешению тех или иных возникшихся проблем. Посмотрим, что Иванович, мы сейчас сегодня не будем отрицать. Вы знаете, мои отношения, я знаю ваше, почему вы так говорите, потому что вы уже большой опыт. Мы с вами прошли большой путь, мы это тоже видели, знаем. Давайте посмотрим, постараемся услышать их. Может, они еще выскажут. Никаких у меня на этот счет нету, оптимизма никакого нет. Очень правильно все сказал. Но я хотел бы, опять, если вас никого увидеть и услышать, что как прошлое, во-первых, оставили всех тех же силовиков, кто были при прошлой власти, которые себя дискредитировали с теми действиями, которые разделяли там, на свой, чужой, там, это было везде. Если сейчас то, что что говорил, это действительно, только это надо, и мы все рядом с нами, но если это пойдет по тому же самому пути, как и нас многие уже
Я думаю, что после Владислава мы вообще куда-то не дойдем. И это закончится, обязательно закончится тем же самым, если не услышат это сейчас. Это действительно будет тот же самый печальный конец у этой власти. Гук псикала исхода ред юга астанда за джеси яхту чагала сезну квантас фансфазом бехати хайпла рабре джз газ табу фанфас фарста хуби ванакс абаса ва итбала нухтуха койбохо яналага зара попкулома барт рыцбара губсо пишал звакум за чагал яждзо яха пия чрпшига ха خمس صرت جاكتم كنت كارت استال حقيشتي بريك شقة سجنة عباس عجلر دعرب خنا صرت شاجة بسرعة برزارة وتاك قصاب خنري يخد شقة سوستلا كنت كاردو يحمو يرخدا فلاديمير بوتين يوجي وشوكسك خنكم عجلر يزجنة بس ترشاجة ترزارة وتاك قيتود ترزعوات عجلر فانا كراهنا بس يجز كاز هري شقة ستيروا Тикиса хтрует ахунткарихе в парламентах нейровит общественная палаважлара палатах нейровит аха у вагишум боса стол тоханабум канабас ажла шбана гаразакуиш зара кушмой хана бурвиза чукшига айзар дарадза хвартас шаало брагансо гисараз зара панахва зиргвам цважлар зиргвам зо париж хатал из зара сизбот ханабза мейбахо ажлар зиргвако وجحها خنخو كتج حبلج وكان فاليري بابرا شرقي خطالك ديبوتات парламент депутат я сабала шалхо юшук сериназина юшук сетер сегягам акыта хадат хам ари из-за хава وجا بسنها خدارة جو район كوري حبت شروم رزيلم كعروت يا رزار زبانابز أكتر خدا رайон خدا دو بيالخرا ديبوتات شو أكتر ورزانات شكنا خايخا ويزار زبرا رайон خدا جيسول شو ميفيد أحنت كارقن زي حنيخد وعن زي خز أصلاً جارجي بيجي حنيخان وجبي بدر زرابي بيجي حنيخد خبر الزارت باش عمود إزبانا بزر وتوس استوحنا وعري الأخرى يحمو خدا تنيوز أجلر زجاج حيتون وتوس استوحنا يلم خزابن زجير دشحات سنقول زجير اختوي أجلر زج بنر الزارة قشيت بخا وجو يري خطالة يزم درو يدرني عيتوس الدرا مخاجلر رير الأخرى حقوم زيد يتوبا جوس وردام رخوامة يطلبوا يمر خوامة شكومة برير مجانا تندينسي وانزل بيحن تكاري قزيقن بي عميا حكم تزاز حشوكو كيس عغر احتيت يرا كتا خدارا ياشا شاس بحوطا كتا جنخوا يحبا شحامو ورا اري رايونا خديزم تزبازا حبحن تكاري خسنك من بحنين يرزم تزبازا حراج ضريب كن خوحو ديبوتات سيحامو او يود حامو ببري حبخد نركلا ناجل ريح تاخد ناقن حرطوب حنوس حقوب وبريقن زي حنين حو خاوي قطة سخن خو حبلة حزر باقوة سارك نيو بيجيس بخي خمبا دا حالا سالم تشاجروام أبسنا خدارا عند كاردالخ دبرجع ويب كلها جزبون دارا زوج أتخذ راب خاب أو يشجع متشارك زدز كله أنا بس تبنز كله كبر تربات راز بان حمو ببرزبان يونسكي جب شك ساخيش تيو بخبري حدثنا قربها ويجي بزيوب أخا ويحزبان كهنرلا قبرا كان فاليري في توشاب تعرض جباي بخانة زبان واحد استخم حمو بخابس وعند كرن حركلا بزشادر كلا شي حمزم سكي شكسال يخا حبس وبزشا يخا ياغن يحمو حرا عرض زرقن زبري ابارتمنت نرخوز جاتش نرخوز اشارتي تزرقلو يخا بزشا حصاص حكابس ابري بزشا ياد حلو زبان يوب يخا عند كرة تبا جنيوا ويا زبان زمدروا نيرا وي زبان يلاغرو خدارة جو برت بزشخن زردرو واجي زارا كوكلو هاي تشاجرو ما تشكوما دارة از زارا كراتشوب وبريغان كخاله بس حخيت تشاجو حخيبه بوي تشزنيكيس هودي تشزك از دارة تبزيني اختيت خبري يخن زال شرزناغرا
Ари саристохо закапан сацнухот иге закпанах сыла схапштом хона ханалага уи тахароп. Итиш позиц артистохо абри кхак хауна ван запиха закха абри хахапшна шакалхне на хамцапха пепш хамадзамара что Иван ипа деголь ихоз хона хорскуладзе урскула бехбя ахунткара ихоз гири хаут урхца вся карамзинус ихон русфел исход пока из наших уст помимо нашей воли не вырвется крик отчаяния и осуждения прошлого, нам не ждать светлого будущего. Абри ихазак хапа аджички хама хайлар Пилауира, Рымхрома, Россия, Арисис, Бабхомхан, Сталинянус, он кто не с нами, тот против нас, у нас авила хайла хрейналага, Ари Улцшадо, Ари Ханткара Хазмертуладит. Ай Хабара Джухо Барта Таурах, Апснатурах, Илю, Убрей Шанулу, Вархабана, Язым Хоч Запаненалагари, Даргяр Пхашот, Ривлагяр Пхашот, Харгихазики, Алсвях Маухало. Табу бедут зенгиса без жаганах даарадзе абри ядшни шала чай сдует убрег брах шахапшстахани захава гебрез хоцерстахан. Мой вопрос заключается в следующем. Появилась острая необходимость защиты малого и среднего гостиничного бизнеса, потому что в Абхазии запущена активная программа монополизации данного вида деятельности. И крупные монополии используют очень такой неприятный инструмент, который называется демпинг, а именно искусственное занижение цен. В этой связи мелкие игроки просто будут впоследствии вытеснены с рынка. Вопрос в следующем. Сейчас активно появилась острая необходимость о разработке и последующего введения закона о антимонополии и о защите конкуренции. У меня вопрос такой вот. У нас программа есть ведь гармонизации. В России эти законы имеют место быть. Тогда в чем проблема? Почему у нас эти законы не принимаются? Я отвечу, можно? Проблема в том, что никому это у нас не надо. Понимаете? Вот в чем проблема. Я отвечу, почему в России эти законы. Потому что в России занимаются интересами России. Там есть люди, которые занимаются интересами России. Понимаете? А у нас таких людей дефицит. Вот весь ответ. Вот, то, что ты говоришь, это звенья одной цепи. Вот то, что говорите, что Иванович. Каждая страна, себя уважающая, занимается защитой интересов своих граждан. У нас почему-то завелось за последнее время, кого бы мы ни позвали, мы должны ему показать, как мы унижаем своих граждан, как мы готовы их унизить, как мы их готовы ограничить в их, значит, его правах и так далее, и так далее. Вот то, что вы подняли сейчас вопрос. А что скрывать? Давайте вот объекты, которые взяли братья Сеченовцы. Мы все радовались, когда они только этим занялись, думали, что вот восстановит и так далее, и так далее. Какой-то там рост экономики в Абхазии, людям будет хорошо. Слушайте, извините меня, это что такое? 130 рублей ночь, 33 рубля ночь. Это что за экономика? Такое быть не может быть. О чем это речь идет? Это выживают мелкий, средний бизнес в Абхазии. То есть абхазский бизнес хотят уничтожить. Понимаете? Давайте с экономику брать. Если номер стоит 33 рубля или 136 рублей, налоги с чего, с какой суммы будут платить? С 33 рубля. То есть в конечном итоге налог государства должно быть с 33 рубля, если там снимешь какой-то процент, там вообще ничего не остается. Может, мы еще как государство задолжаем этим людям. Слушайте, вообще что за издевательство идет? Вот мы здесь об оружии говорим, о том. А это тоже оружие. Это серьезное оружие, которое против нас применяется, слушайте. И почему молчат? Только сейчас в парламенте мы начали уже об этом вопросе говорить серьезно. Надеюсь, министры как-то соизволят спуститься к нам этот вопрос обсудить, слушайте. Почему министр экономики не должен с вопросом, как говорится, заняться? Что это такое? Вы помните последнее соглашение, вот здесь ребята тоже, кто занимается, значит, трансфером и так далее, в этом соглашении тоже было.
Это то же самое из этой же серии. Почему, один из вопросов, почему мы соглашение не принимали, один из пунктов тоже было касаемо вот этих вопросов. Если сетевые, слушайте, у нас худо-бедно сейчас, вот, значит, тот вопрос, который охватывает туристический бизнес, у нас нормально. Мы тогда вопрос ставили, зачем их сюда пускать с такими привилегиями, зачем убивать нашу туристическую отрасль. Почему? Да, потому что мы знали, что если большие сетевые зайдут сюда, у них есть возможности, они будут демпинговать ценами и убьют весь, значит, рынок, который существует. Теперь смотрите, там элементарно цифры говорю, эти, значит, привилегии на 8 лет. То есть 8 лет они еще ни НДС, ни налог на прибыль, ни на что не платят. Но за 8 лет вокруг убивают мелкий и средний бизнес Абхазии, который занимается, значит, как его, бюджетообразующее, это, понимаете, направление. То есть за 8 лет мы убиваем этих людей, убиваем свой бюджет. После 8 лет мы кем останемся? Мы что за страна с дырявым бюджетом? А когда ты такую уязвимость, с тобой можно делать все, что хочешь. То есть это идет тоже подрыв, финансовый подрыв, очень серьезно. Очень серьезно. Мы тоже этот вопрос будем поднимать. Я хочу, чтобы народ тоже это понимал и держал ухо востро. Это невозможно такое терпеть по 130 рублей продажа на номеров. Такое не бывает. У нас не коммунизм, не социализм развитый, такое. Даже коммунисты не обещали, когда говорили, не знаю, там, о сказке. Такое не может быть. Экономика так не бывает. По поводу туристической отрасли у меня было немало диалогов с людьми из России, бизнесменами, в основном среднего класса. Мы разговаривали о туризме, мне было интересно их мнение, будут ли они в будущем вкладываться в Абхазию, даже если вдруг им предоставится возможность все на себя оформлять. Диалог был следующий: даже если у них будет возможность полностью на себя оформлять недвижимость или какие-либо объекты, они с опасением относятся к этому делу. Все объясняется тем, что даже им известно, что сюда зайдут крупные миллиардеры, которые будут монополизировать систему туристической отрасли, создавать огромные объекты. И причем эти объекты могут размещаться там, где у нашего местного населения стоят, как сейчас это модные домики деревянные там, или иные мини-апартаменты или гостиницы. То есть они станут очень серьезными конкурентами в этом бизнесе. И демпинг цен — это будет самое первое действие, это будет первый выстрел во всех граждан, экономический выстрел, где все пострадают моментально от этого. Поэтому острый вопрос сейчас — борьба с демпингом цен. Можно проработать в парламенте закон для крупных апартаментов, для крупных объектов, запрещающий занижать цену, вычислить ее среднестатистическую по Абхазии и запретить, чтобы она падала вниз, чтобы там не было ни рублей, ни 100 рублей. Первым долгом нам нужен закон, антимонопольный закон. Но это мы должны заняться. Но другой вопрос. Если у нас все-таки кабинет министров, это регулирующий орган, они могли бы, понимаешь, среагировать на это, хотя бы временно, это как временная мера, и как бы собрать всех игроков и какие-то правила игры установить. Но я же вам говорю, им это не нужно. Им не интересно. Я же вам говорю, сегодня стало модным, привлекая извне людей, показать им, как мы можем унизить своего, понимаете, местного, значит, как говорится, предпринимателя, местного бизнесмена, как мы его можем унизить, как мы можем на колени его поставить, но зато восхвалять и превышать того человека, которого мы позовем извне. Вот какая философия пошла. Что хотел бы добавить по этому поводу, почти все бизнесмены по поводу малого бизнеса туристического сказали, что вот эта методология строительства коттеджных домиков, она приведет к этому демонтажу, потому что он просто станет нерентабельным. Так и сказал, вы будете их разбирать и утилизировать. Одиссей, тут проблема, я вам попробую ответить. Проблема наша заключается сегодняшняя не только в области туризма. Эта проблема намного шире, чем туризм. Такая же ситуация у нас во всех остальных отраслях.
Просто сегодня туризм наиболее востребованный, наиболее интересен в плане финансов, в плане извлечения прибыли. Поэтому мы наблюдаем это там. Понимаете? Вот те, кто занимается туризмом, видят это в туризме. Те, кто пересекают границу, видят это там, где пересекают границу. Те, кто занимается политикой, чувствуют это вот на политическом поле. Это происходит везде одновременно. Я вообще по своей сути, как говоришь, оптимист, большой оптимист. И меня очень тяжело переубедить в том, что все хорошо и так далее. Но то, что я вижу сегодня, вот есть сегодня, слава Богу, на улице 21 век. Не надо быть аналитиком, не надо проводить соцопросы, не надо ходить на улицу, платить за это и так далее. Просто достаточно открыть социальные сети и посмотреть, что люди пишут. Там все очень красноречиво указано. Какая реакция была на назначение генерального прокурора, какая реакция была на увольнение главврача, какая реакция на все происходящее, там очень четко все это указано. Понимаете? Да, прослеживается. Какой рейтинг у команды управленцев сегодня? Тоже прослеживается. Не собираются эти люди вступать в диалог с обществом, потому что в этом диалоге тяжело будет с обществом. Ариасаарақәа иԥхашьаны мамзаргьы ҽакы усқәак ирыхәаԥшны макьана изымҳәақәо рацәоуп, аха ишыжәдыруа еиԥш ари зегьы рхы иҭоуп. Иахьа изымҳәаз уаҵәы уи асаара ашьҭымхшьа имаӡам. Ушьҭа иалацәажәара иалагоит. Убри аҟнытә иахьа абри авласт аҟны аҳәынҭқар апрезидент иоума, аԥыза-министр иоума, иахьа иаҳа ирзеиӷьу, иахьа иацныҟәар иаҳа ирзеиӷьу, ҳара ҳзыҳәан зегьы ҳзыҳәан ибзиоуп иацныҟәар абри иаҳҳәаз азҵаарақәа, апроблемақәа иҟоу рхы аузшьҭны, рыхшыҩ аузшьҭны иацныҟәар ирзыриашо егьирахь ацхыраара ахьырҭаху ирҳәар, ҳаргьы ҳрыцхраауеит, ажәларгьы ирыцхраауеит, аус бзиа иацныҟәар. Убри аҟнытә ҽазныкгьы иаҳҳәот, иахьа ҳазлацәажәо азҵаарақәа ишьҭыбжьҟа азҵаарақәа рзы маҭәоуп ҳәа шәасҳәот, иаарласны ҳаизарақәа иҵегьы ирыцаҳҵот, ас акәымкәа уажәшьҭа иҵегьы ауаа адгаланы, аиҳабацәа адгаланы, ааԥхьара рыҭаны ишакны, иахьа нас ҳара ҳхала ҳаиӡатәу ус убиза агәаҳәара ҳаман, ҳашнеиуа аиҳабацәагьы иҵегьы ԥахьа еиԥш аинтеллигенциагьы адгаланы, аиҳабыра адгаланы, ҳахьеҵкыз аԥсҭазаараҟны амҩа анысхагьы урҭгьы ааганы, егьины убыс аицәажәарақәа ҟаҳҵоит, ала ҽазнык иаҳҳәот. Аӡәы игәаԥхозар ауеит, аӡәы игәамԥхозар ауеит, аӡәы џьара иџьбарацәоушәа ибазаргьы ауеит, аха иахьа ҳара иаҳҳәазоуп иоуп, иаҳҳәаз шәазхәыц, шәацныҟәа, иахьаҭаху ҳшәыдгылоит, абзиара шәҽазышәкуазар, амҩа бзиа шәанылозар, амҩа мҩамш шәықәлаат, ҳаргьы ҳшәыцхраауеит. Мамзаргьы иацы иҟаз реиԥш амҩа ус баша-маша шышәҭаху шәаналага, ари аӡәгьы ианаҳшьаӡом, дузҭазаалак аӡәгьы игәы иалымсаар. Аха иахьарнахыс иаҳҳәагьы, ирҳәозгьы, иҟарҵозгьы еиқәшәо, ҳаргьы дареи ҳареи аимадара ҳабжьаҵаны, аилыбакара ҳабжьаҵаны иҟалар, анцәа иҳәаар. Егьирахьы дасу ҳусқәа ҳдыруеит, ахшыҩ азоушьҭны, аҟәыӷара ҳзоушьҭны, ҳусқәа иаҳхцо, иаҳҳәо зегьы абас имҩаԥа ҳгап ҳәа уаҵәтәи ҳусқәа убысқәа иаанагоит, абзиара шәзаҟалар, иҭауп идуӡӡан иаҳзыӡырҩуазгьы зегьы.